Американский сурок Фил предсказал раннюю весну. Грызун из Пенсильвании вылез из норы и не увидел свою тень. Из этого, собственно, был сделан вывод, что тепло будет уже скоро. В Казахстане весна обещает быть горячей. Уже через пару недель в стране начнется агитационная кампания кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов. Подготовительная работа в разгаре. Изменения грядут не только в представительных органах глава государства. На неделе собирал всех казахстанских послов. И, судя по тому, что беседа проводилась за закрытыми дверьми, сотрудникам дипмиссии предстоит пересмотреть подходы к работе. Здравствуйте. Подводим итоги недели. И вот главное. Через 2 месяца после критики диппредставительств глава государства собрал послов в Астане. О чем говорил президент. В ЦИК продолжают регистрировать списки с кандидатами в депутаты. Пока одни думают, кого выдвинуть, другие не прекращают активно работать. Страна привыкает жить на тенге. Как привить любовь к родной валюте? Основными в повестке дня главы государства в первый месяц 2016 года стали внутриполитические вопросы. Президент проводил консультации в связи с инициативой депутатов Мажилиса о распуске, встречался с акимами областей, председателем комитета нацбезопасности, руководителем предстоящей в Казахстане Экспо. Одним из запоминающихся событий стало участие главы государства в съезде партии Нур Отан. Там Нурсултан Назарбаев рассказал о перспективах развития и существующем положении дел. Из внешнеполитических событий телефонные переговоры с президентом Украины. Состоялись они по инициативе украинской стороны. Нурсултан Назарбаев призвал к компромиссу в решении конфликта и снятии напряженности между Украиной и Россией. А уже в конце первой недели февраля Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Турции. В этом году Казахстан отметит 25-летие своей независимости. С первых дней своего суверенитета мы прикладываем все усилия для сближения наших братских народов. Тесно работая все эти годы с руководством вашей страны, мы восстановили когда-то утраченные на много лет связи между Казахстаном и Турцией. Я был инициатором создания Тюркского совета. Сегодня в Астане работает Международная тюркская академия, где ученые исследуют культуру и историю общую для наших стран. Значение Турции для Казахстана очень велико. И от политики сотрудничества мы никогда не откажемся. Президент Казахстана отметил, что от сотрудничества с Анкарой Астана не откажется. Ну а растущая геополитическая напряженность вокруг Турции влияет и на Казахстан. Сегодня необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации. Многие причины происходящего по-прежнему остаются неясными. Конфликты в Сирии и Ираке показали отсутствие единства между мусульманами. Мы приблизились к тому моменту, когда возможен ранее предрекавшийся на Западе конфликт между суннитами и шиитами. Для нас также большой проблемой стал кризис в отношениях между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными союзниками и партнерами. Мы считаем вас аксакалом всего тюркского мира и очень рады, что под вашим руководством Казахстан добивается таких успехов в своем развитии. Достижением Казахстана мы радуемся как своим и очень этим гордимся. Во время нашей первой встречи вы спросили у меня, сколько казахов живет в Турции. Тогда я ответил вам, что вместе со мной 70 миллионов. Так вот, недавно мы провели перепись населения и хочу подчеркнуть, что сейчас в Турции казахов уже 78 миллионов 600 тысяч, также вместе со мной. Отношения между нашими странами интенсивно развиваются по всем направлениям. Мы реализуем совместные проекты в транспортной, энергетической и других сферах. Укрепляются и торговые связи. И если Турция — это двери в Европу, то Казахстан для Турции — путь на евразийское пространство. Тем временем стало известно, что Казахстанский институт стратегических исследований при президенте республики вошел в 100 лучших международных исследовательских центров в сфере безопасности, обороны и внешней политики. Плюс стал 57-м в списке лучших мировых мозговых центров. Аналитические материалы из Казахстана в последнее время нередко цитируются за рубежом. Между тем, посол Казахстана в КНР встретился с представителем Министерства иностранных дел этой страны. Во время переговоров китайская сторона отметила высокий вклад Нурсултана Назарбаева в развитие казахстанско-китайского сотрудничества. Посол Казахстана, в свою очередь, выразил признательность за приглашение председателем КНР президента Казахстана на саммит G20, который осенью пройдет в китайском Ханчжоу.
Но с Вашингтоном Астана разработала проект военного сотрудничества на ближайшие 2 года. Программа предусматривает миротворческую деятельность и военное образование. В планах и обмен курсантами военных учебных заведений Казахстана и США. Внешнюю политику Казахстана с самого начала отличали миролюбие и многовекторность. И ее проведение, уж тем более во времена всеобщей нестабильности, задача не из простых. Но благодаря такой политике Казахстан стал узнаваем в мире. Свидетельством и саммит ОБСЕ в Астане, и участие в СВМДА, ШОС и многих других авторитетных международных организациях. К слову, инициатором многих внешнеполитических инициатив, ровно как и создание международных организаций, зачастую выступал президент Казахстана. Тем временем практически нереализованной на протяжении многих лет оставалась еще одна функция казахстанских представительств за рубежом – привлечение инвестиций. По этому поводу Нурсултан Назарбаев высказывался на ноябрьском расширенном заседании правительства. На министерской встрече, на коллегии мы об этом поговорим. Качество послов и вот раздувание посольств везде, всюду, надо, не надо. Это, конечно, министерство такое, столько послов. А нам это не надо сейчас. Нам надо иметь представителя там, где есть интерес Казахстана. Пока же об инвестиционной привлекательности Казахстана международному сообществу и бизнесменам с мировыми именами рассказывает президент страны лично. Во многом благодаря таким переговорам в страну приходят крупные компании с раскрученными брендами. Они же создают в республике новые рабочие места. На неделе в Астану слетелись послы из зарубежных представительств Казахстана. Многие не были на родине по несколько лет. Все они приняли участие в расширенной коллегии под председательством президента. Впрочем, большая часть заседания прошла без присутствия прессы. Гульнара Жиндагулова узнавала, о чем говорили за закрытыми дверьми, но и попутно оценила геолого-географо-политический потенциал страны, предположив, как на нем можно заработать. Эти люди – граждане Казахстана по паспорту, кочевники по долгу службы. На родине бывают нечасто. Их отсутствие, впрочем, вполне закономерно. Они те, с кем в первую очередь за рубежом ассоциируют Казахстан как государство. И вот на неделе дипломатов всех рангов собрали в Астане на коллегии в Министерстве иностранных дел. Чрезвычайные полномочные послы видятся друг с другом изредка. И это тот случай, когда сотрудникам внешнеполитического ведомства было о чем поговорить. Многие из них известные политики и медийные персоны. Вот, к примеру, бывший министр образования Женсит Туймибаев представляет интересы страны в Турции. Почти по соседству с ним в Грузии работает экс-советник главы государства Ермухамед Ертысбаев. В Литве трудится бывший министр внутренних дел Бауржан Мухамеджанов. Нынче все они заняты дипломатией, искусством не говорить вслух того, о чем можно подумать. За плечами нашей дипломатии и реализация многих внешнеполитических инициатив глобального измерения. Казахстан был инициатором многих международных значимых интеграционных объединений, таких как СНГ, который образовался именно у нас, таких как Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по мерам доверия в Азии и Евразийский экономический союз. И мы впервые проводили в стране саммит ОБСЕ в этом веке и Организация исламского сотрудничества. Осенью прошлого года президент, впрочем, более критично оценил работу сотрудников внешнеполитического ведомства. Тогда глава государства в достаточно жесткой форме указал работникам МИДа, каких результатов от них ждет высшее руководство страны. Министерство иностранных дел и так должно этим заниматься. Чем еще заниматься? Мы не такая держава, что мы определяем мировую политику в дипломатии. Каждый посол. У нас куда ни поедешь, послы не знают, чем занимаются. Свое дело не знают, экономику тем более не знают. В Астану послы и консулы 60 зарубежных диппредставительств ехали с некоторыми опасениями. Некоторые и вовсе ожидали лишиться своих постов. Однако публично дипломатам краснеть не пришлось. Президент повел себя весьма дипломатично и продолжил разговор уже без посторонних. Предстоящие задачи не менее важные. Поэтому
давая дань всему тому, что мы с вами сделали, сейчас мы должны думать о том, что надо делать дальше. Время непростое, сложное время. И оценку нашу, казахстанскую, внешних состояний всего в политике, в экономике, осложнение всех отношений в мире, я сказал недавно на съезде партии Нур Отан. Я думаю, повторяться мне не надо. Поэтому мы перейдем к нашим конкретным делам. Представители средств массовой информации, большое спасибо. Прошу освободить зал. О чем говорили за закрытыми дверями, можно лишь предполагать. От МИДа ждут конкретных результатов – привлечения капитала в страну. В этом направлении уже было сделано немало. Именно это ведомство занималось вопросом отмены визового режима для инвесторов из 2 десятков стран. Мы провели анализ первого года действия безвизового режима. Это вот период с середины 2014 по середину 2015 года. Вот за этот период было создано более чем 420 совместных предприятий. Это на 14% больше предыдущего периода, то есть периода с середины 2013 по середину 2014 года. Внешнеполитическое ведомство – структура с многолетними традициями. В нынешних реалиях для того, чтобы работа дипведомства стала еще эффективней, требуется изменения в подготовке кадров, считают эксперты. К сожалению, мы по-прежнему осуществляем подготовку специалистов еще по советским лекалам. И когда мы говорим о том, что наши казахстанские дипломаты должны отстаивать интересы Казахстана, в дискуссиях, в спорах с представителями других стран, в первую очередь России и Беларуси, у нас в основном там присутствуют практики. То есть нам нужно в Казахстане наладить подготовку регионоведов. Нам нужно начать подготовку специалистов, дипломатов, конфликтологов. Работы для дипкорпуса в сфере внешней политики предостаточно. К примеру, со странами Центральной Азии у Казахстана всего 5% внешнеторгового оборота. Они предпочитают торговать с другими государствами. Мы осознаем, что сложившаяся экономическая ситуация в мире требует в первую очередь усовершенствования экономической дипломатии. Ключевым направлением деятельности внешнеполитического ведомства является привлечение зарубежных инвестиций, содействие в реализации индустриально-инновационных проектов, программы Нурлы-Жол. Один из таких проектов – первый грузовой поезд с сообщением Китай-Иран. В Казахстане он проедет через Восточный Казахстан, Карагандинскую, Актюбинскую и Мангистаускую области. После состав пересечет границу Туркменистана, а уже оттуда отправится в Тегеран. На расширенной коллегии в Министерстве иностранных дел президент поставил еще одну задачу перед дипломатами. Казахстан рассчитывает заручиться поддержкой мирового сообщества на выборах в Совет Безопасности ООН, самой влиятельной организации на планете, которая занимается поддержанием мира на Земле. Голосование состоится уже летом. Времени осталось не так много. Гульнара Жандагулова, Канат Абильдин, Едель Ремигваев, Ирлан Шалбаев при поддержке телерадиокомплекса президента Жетекун. Нурсултан Назарбаев поручил и казахстанским разведчикам усилить работу по защите интересов нашей страны за рубежом с учетом непростой геополитической обстановки в мире. В беседе с главой службы внешней разведки Сырбар Габитом Байжановым президент затронул и вопросы национальной безопасности. Казахстанская служба внешней разведки является одной из самых закрытых и засекреченных среди других структур, обеспечивающих безопасность государства. У Казахстана нет большого опыта работы во внешней разведке. Наша организация создана недавно и только начала работать. Однако у нас нет времени на раздумья. Вокруг нас в нашем регионе напряженная обстановка. Очень сложная политико-экономическая ситуация между соседними странами, между странами ближнего и дальнего зарубежья. С каждым днем все больше террористических атак. Некоторые наши граждане, выехав за рубеж, принимали участие в военных конфликтах. В этом отношении особое место отводится Сырбар. И требования к нему предъявляются очень серьезные. В этой связи мы, посовещавшись, что делать, должны определить, какие задачи будут поставлены перед Сырбаром.
Предагитационная работа на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов в разгаре. Какие-то политобъединения только раскачиваются, проводят съезды, то и дело меняют списки кандидатов в депутаты. Другие, напротив, об избирателях не забывают и во время проведения организационных мероприятий. К сегодняшнему дню, впрочем, практически все политические партии со своими убеждениями определились. Уже скоро в стране начнется агитационная работа. Как правило, это один из наиболее интересных предвыборных периодов. Продолжают работу и депутаты маслихатов всех уровней. Их полномочия закончатся после объявления результатов голосования. Тем временем на неделе в Ассоциации деловых женщин страны заявили о желании видеть в маслихатах как можно больше депутатов-женщин. В организации предположили, что после выборов в Мажилисе Казахстана будет около 30%, ну а в местных представительных органах, вероятно, побольше. Центр избирком меж тем работает без выходных. И вот в последний день недели партийный список в ЦИК представила партия ОСДП. Таким образом, на воскресенье зарегистрированы партийные списки партий Нур Отан, АУИЛ и Акжол. На рассмотрение членов Центральной избирательной комиссии списки КНПК, Бірлік и ОСДП. Мои коллеги на неделе наблюдали за тем, как казахстанские партии и потенциальные кандидаты в депутаты готовятся ко дню всеобщего отправления избирательного права. Первыми официальными участниками предстоящей электоральной кампании стали кандидаты от Нур Отана. После проверки в Центр избиркоме заявили, каждый из 127 представителей партии соответствует конституционным требованиям. К слову, 33 человека из партийного списка Нур Отана уже имеют опыт работы в парламенте. Самому молодому претенденту на депутатское кресло в Мажилисе от партии Нур Отан 26. Возраст большинства до 55 лет. Что касается избирательного взноса, необходимое требование для регистрации партийного списка, то Нур Отан партия освобождается на этих выборах от избирательного взноса, поскольку на предыдущих выборах они набрали более 7% голосов избирателей. А вот члены партии АУЛ в таком составе на предстоящие выборы идут впервые. В сентябре прошлого года партии патриотов Казахстана и АУЛ объединились. Но небольшой совместный опыт работы, похоже, не мешает. Партийцы уже утвердили на внеочередном съезде программу, с которой пойдут на выборы. В ней решение вопросов села, развития агропромышленного комплекса. В планах партийцев и укрепление семейных и традиционных ценностей. Для нас главным приоритетом являются актуальные проблемы села и вопросы социального самочувствия сельчан. Сегодня около 8 миллионов человек, или 45% населения страны проживает на селе. Село и агропромышленный комплекс занимают особое место в реализации задач по полномасштабной модернизации страны. Предвыборную программу назвали «Вернем традиции аула». Ее, кстати, члены партии приняли безоговорочно. На 12-м внеочередном съезде решили, платформа, с которой ауловцы намерены пойти на выборы, продумана и своевременно. В партийном списке претендентов кандидаты в депутаты Мажилиса 19 человек. Все кандидатуры ЦИК утвердил. Следующими на этой неделе о своей предвыборной программе заявили члены Коммунистической народной партии Казахстана. На 10-м внеочередном съезде КНПК собрались около 70 делегатов. Основная задача нашей партии – войти в высший законодательный орган страны и оправдать надежды наших избирателей. В новом составе мы будем с новыми силами и идеями укреплять единство страны. Мы остаемся верны созидательным идеям коммунизма, которые веками воодушевляли лучшие умы человечества в противовес губительной идеологии западной культуры потребительства. Все эти идеи стали основой предвыборной программы Компартии Казахстана. Ее девиз «За наше общее дело». Программу, с которой пойдут на выборы и партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, на съезде утвердили. В партии теперь готовятся к агитационному периоду, формируют центральные и региональные предвыборные штабы. Во второй раз стать депутатами парламента намерены и акжоловцы. На внеочередной 13-й съезд собрались 75 делегатов. Негативные процессы, происходящие сегодня в мировой экономике, отрицательно сказываются и на социально-экономическом развитии Казахстана. Именно поэтому наша партия в данной ситуации не имеет права оставаться в стороне и занимать позицию наблюдателя. На неделе съезд провела и партия Бірлік. Кандидатами партийцы определили 8 человек. Мы же простые грешные люди, которые не замечаем вообще, что с этой землей мы творим, да?
Это имеется в виду и полеты в космос, там какие-то исследования или какие-то подземные взрывы, испытания ядерного оружия. Дикие вещи, которые вообще эту бедную Землю, я не знаю, в каком она сейчас состоянии. Эта экология имеется в виду не только чистый воздух, чистая вода, а в целом. Уже в субботу список потенциальных кандидатов представители партии передали в ЦИК. Работа партийцев не прекращается. В общественной приемной Нур-Отана прошли традиционные онлайн-консультации. На этот раз жители Карагандинской, Кустанайской, Алматинской областей и Астаны смогли пообщаться с представителями фонда «Дому». Мы, организуя такие мероприятия, помогаем. То есть кому-то, допустим, пройти обучение бесплатно, получить сертификат, кому-то помочь в разработке бизнес-плана. Еще один бизнес-проект от самой многочисленной в стране партии помогает сельским предпринимателям и безработным. Преимущества этой программы – это, во-первых, доступные кредиты. Это не более 7% доступный кредит. Потом обеспечивается работой сельское население, имеет дополнительный доход. А эта акция уже без экономической подоплеки. Медики, спортсмены и актеры призывают казахстанцев стать донорами крови. Чтобы было стопроцентное добровольное донорство. В этом суть и задача нашей пропаганды и вот этой акции, что каждый должен прийти не потому, что его попросил друг, сосед и брат, да, потому что у него веление сердца. А между тем, до начала самого жаркого периода электоральной кампании осталось чуть меньше 2 недель. И агитационный период, похоже, будет насыщенным. Преодолеть 7% барьер намерены представители 6 партий. Дамир Галиев, Лилия Шаймарданова, Назия Туякова, Кайрат Журумбаев, ЖТКУН. В связи с предвыборной кампанией ЕНПФ будет работать без выходных. Таким образом, желающие стать депутатами смогут получить выписку с индивидуального пенсионного счета в любой день в любом филиале фонда с 9 утра до 7 вечера. Документ будет необходим потенциальным кандидатам для предоставления в соответствующую избирательную комиссию. Можно ли будет получить выписку в любой день не желающим стать народными избранниками, в фонде не сообщили. В Центре избиркоме тем временем избирателям запретили менять избирательные участки и получать открепительные удостоверения в одной территориальной единице и населенном пункте. Прецеденты, видимо, были. Соответствующее постановление, к слову, касаются только выборов депутатов в маслихаты. Все избиратели, включенные в списки избирателей на том или ином избирательном участке, они должны голосовать только на своем избирательном участке. Абсурд, если мы пойдем голосовать на другой участок. По выборам депутатов Мажилиса это один большой округ, а по маслихатам у нас 3335 округов. Вот отсюда и делайте выводы. Избиратели, особенно по выборам депутатов маслихатов, однозначно не могут голосовать в другом избирательном округе. Только избиратели, которые желают проголосовать за партийные списки, они могут в любой точке страны проголосовать, если они там будут находиться, соответственно, только через открепительное удостоверение. Ну а руководители казахстанских средств массовой информации на неделе подписали хартию о выборах. Вообще отечественные СМИ и без того, как показывает опыт прошлых лет, максимально объективно освещают и выборные мероприятия, но одно другому не мешает. Принимали документ Национальной библиотеки. Таким образом, подписанты договорились соблюдать законы и четко отличать агитационные публикации от информационных сообщений. И без того СМИ обязаны соблюдать все буквы и пункты закона в освещении выборного процесса. Но хартия, то есть совместное подписание документа, означает большую консолидацию СМИ вокруг очень важного демократического процесса. И тем самым мы друг перед другом обязуемся освещать выборный процесс прозрачно и достоверно, точно, как того требует закон. Тем временем около 11 тысяч наблюдателей готовят к предстоящим выборам в Мажилис парламента и маслихаты в Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Наша главная задача сегодня – обеспечение справедливых выборов. Мы должны сегодня наблюдать, мы будем работать сегодня с избирателями, мы будем сегодня отзываться на любые жалобы. Мы будем сегодня смотреть, как работают, общественные организации, как сегодня ведется предвыборная кампания, насколько эта агитационная работа пропагандистская, она честна. Филиалы комиссии уже созданы во всех регионах Казахстана, и в день голосования контролировать участники РУККВ будут все избирательные участки страны.
Ну а предложения, жалобы и отзывы о выборах можно будет оставлять круглосуточно на сайте Бакалау.kz и по телефону горячей линии. Члены нашей комиссии все известные люди, поэтому если будут какие-то минусы во время выборов, то нужно сразу говорить, не надо скрывать. Ведь наша цель, чтобы эти выборы прошли справедливо и открыто. Марат Токмагамбет неделю провел в Центр избиркоме и в очередной раз оценил мощь избирательной кампании, с каждым днем набирающей обороты. На уходящей неделе в Центр избиркоме показали бюллетени, которые получат избиратели в день выборов. Вот так выглядит бланк для голосования за депутатов маслихатов. Слева список фамилий кандидатов, справа поле для галочки. Следующий бюллетень со списком политических партий. Их последовательность определит жребий. Сколько именно политобъединений примут участие в предвыборной гонке, станет известно уже 8 февраля. Именно в этот день Центральная избирательная комиссия завершит прием заявлений. А уже начиная с 20 февраля в республике официально стартует агитационная кампания. Политические партии определились с претендентами на места в Мажилисе. Около 3000 казахстанцев решили побороться за депутатское кресло в маслихатах. У нас разные сроки проведения предвыборной агитации. Для политических партий предвыборная агитация начинается с 20 февраля, а для кандидатов в депутаты маслихатов с 23 февраля. Но заканчивается предвыборная агитация в один день. Это в 24:00 часов 18 марта. Свою агитацию проводит Центр избирком. В каждом городе развешаны вот такие баннеры с призывом пойти на выборы. По всей стране их ровно 702. Суммы, которые нам выделяются, они позволят нам провести выборы на должном уровне. Заказ на печать бюллетеней разделят между собой 14 типографий. Такой подход Центр избиркому экономит транспортные расходы. Политическая партия из своих средств вносит на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан 342 885 тенге за каждое лицо, включенное в партийный список. Партия Нур-Отан, партия Ак-Жол и Коммунистическая народная партия Казахстана взносы не будет вносить в связи с тем, что на предыдущих выборах они получили более 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Каждый претендент на депутатское кресло может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства. По данным Центра избиркома, кандидату в депутаты областных маслихатов и маслихатов Астаны и Алматы на агитацию и транспортные расходы из бюджета выделят 245 тысяч тенге, а кандидату в депутаты городских и районных маслихатов 153 тысячи. В ЦИКе, между тем, проверят каждую копейку. При желании кандидаты могут добавить своих накоплений. Потолок порядка 13 миллионов тенге. Пока кандидаты планируют агитацию, избирательные комиссии в регионах оснащают участки оргтехникой и методическими пособиями. Там, где сотовая связь не доходят сигналы, у нас будет использоваться рация. Компьютерное, техническое обеспечение. У нас все это местные исполнительные органы каждый год не подводят. Мы это берем на себя, всю ответственность. И мы всегда, где нужны телефоны, где нужны факсы, где нужны компьютеры, автотранспорт, мы все это обеспечиваем. Избирательным правом в Казахстане на сегодня обладают почти 10 миллионов человек. Более миллиона избирателей в Алматы, более 400 тысяч в Астане. Проверить наличие своих фамилий в списках избирателей казахстанцы смогут уже в первых числах марта, за 2,5 недели до выборов. Марат Токмагамбет, Аманжол Байгазин и Канат Абильдин. Житыкун. В меню одного из брюссельских ресторанов теперь есть блюда из остатков еды. Таким нехитрым способом рестораторы пытаются призвать общественность не выбрасывать лишние продукты. Еда, как отмечают владельцы заведения общепита, вполне пригодна для употребления, и отказаться есть ее можно только по эстетическим соображениям. Жителям Казахстана не помешало бы последовать примеру бельгийцев. И вовсе не от того, что жить плохо. Даже в кризис в мусорных контейнерах нашей большой страны можно найти остатки хлеба, мяса
и других не менее полезных продуктов. Республика же тем временем заняла 68-е место в индексе экономической свободы. Казахстан таким образом обогнал Францию, Турцию, Италию и Россию. Как отмечают авторы, старт бизнеса в стране состоит из 6 процедур. Вот только соблюдение лицензионных требований может создать сложности. Но в первых строчках рейтинга Сингапур и Новая Зеландия. В аутсайдерах Венесуэла и Куба. Нестабильность в мире – повод для принятия волевых решений, в которых в лучшие времена необходимости и не было. Одна из тенденций года нынешнего – оптимизация штатов. Компании больше не планируют платить зарплату иностранцам, которых вполне себе могут заменить казахстанцы. Ну и пришло время прощаться с недалекими специалистами, близкими родственниками и знакомыми. Время перемен – не время неэффективных трат. Работодателю нужны универсалы, способные достигать результата и принимать решения. Оптимизация и на финансовом рынке страны. В республике теперь уже официально началась дедоларизация. За ценники в иностранной валюте могут оштрафовать. Теперь стоимостью в иностранной валюте оперировать можно разве что между собой, да и то, чтобы никто не услышал. Примечательно, что антидолларовая кампания началась после того, как внимание на то, что граждане Казахстана расчеты ведут в долларах, обратил глава государства и поручил чиновникам научить жителей страны жить в национальной валюте. В соседних странах, к слову, считать в деньгах ненациональных вообще не принято. У нас же почему-то это стала традиция. Купюра с номиналом в $100 так вообще нарицательным. В свое время с ее помощью можно было решить практически любой вопрос. И вот после того, как президент несколько раз проговорил мысль о необходимости дедоларизации, исполнительные власти начали практическую реализацию. Получается, что никто больше на волевое, непростое решение в стране не способен. Ну или настолько без разницы было. Нацбанк тем временем установил базовую ставку. Ну и заметим поступательную работу регулятора по стабилизации ситуации на денежном рынке. Следующего решения о ставке в стране ждут 14 марта. Ну и есть вероятность, что в этот день будет объявлено о ее снижении. Так, по крайней мере, считает министр национальной экономики. Между тем снижаются у кого-то незначительно рейтинги отечественных фининститутов. Иностранные эксперты в ожидании, как клиенты будут относиться к банковским брендам и не снизится ли доверие к сектору в целом. Государство из банков вышло, вот только возможности для внешних заимствований этот шаг не прибавил. Ну и непонятно, как снижение рейтингов БВО оценит государственный сектор, который в немалой степени ориентировался на уровень международных рейтингов. Аналитики ожидают и вероятного ухудшения дел у заемщиков. Впрочем, пока об этом говорить не приходится. С момента отпуска тенге в свободное плавание и до сегодня процент просрочек свыше и менее 90 дней. Существенно не меняется и остается в рамках приличия, выйдя за которые можно и лицензии лишиться. Ну и похоже, что банки и Нацбанк нашли общий язык. В прошлом обвинения в спекуляциях. БВО рады ставки и надеются, что у них появилась возможность для привлечения дополнительной ликвидности. Это, в свою очередь, в теории должно повлечь рост кредитования, промышленности и бизнеса в целом. Но инфляция в стране по итогам января составила 1,3%, продукты подорожали на 1,8%, промтовары на 0,9% и платные услуги стали дороже на 1,2%. Лилия Шеймарданова на неделе, оценившая усилия правительства, регулятора и комбанков, слегка сбившись, все же не позволила себе переводить цены обратно в иностранную валюту. Почти полгода страна живет в новых экономических условиях. 20 августа в лексикон большинства казахстанцев добавилась новая фраза – инфляционное таргетирование. За сложным для неэкономиста понятием, как оказалось, целая политика – денежно-кредитная. В качестве аргументов в правительстве тогда приводили низкие цены на основные экспортные товары Казахстана. Впрочем, по стоимости нефти даже далеким от экономики людям можно было понять – придется жить по-новому. Понятно, что сам переход на инфляционное таргетирование свободно плавающего не является легким процессом, и который проходит, условно, там, за месяц, за два или за три. Поэтому Национальный банк последовательно с ноября ведет эту работу, и мы надеемся, вот в марте, когда будет собираться новый технический комитет, на дальнейшее снижение базовой ставки. На неделе регулятор наконец изменил базовую ставку. Этого шага от Нацбанка ждали банки второго уровня и бизнес. Мы считаем, что эта система, во-первых, позволяет обеспечить банки краткосрочной ликвидностью на постоянной основе.
У такого шага больше плюсов, чем минусов, говорят экономисты. Но прежде всего, считают эксперты, это позволит исключить валютные спекуляции, когда деньги берут у Нацбанка под 1%, а потом продают с большей накруткой. Общее желание правительства и Национального банка в дальнейшем снижать базовую ставку, чтобы привести в соответствии с возможностями обеспечения в полном объеме тенговой ликвидности для банков и для субъектов рынка. Доллардан кету. В Казахстане запущены льготные программы кредитования для предпринимателей, которые развивают нужные сейчас нашей экономике сектора. В качестве альтернативы дорогим кредитам на покупки машин, к примеру, автокредиты по 4% на авто казахстанского производства. Помимо прочего, в стране повысили ставки по депозитам. С 1 февраля тенговые вклады стали привлекательнее. Вознаграждение увеличилось с 10 до 14% годовых. А вот держать сбережения на долларовых депозитах становится менее выгодным. Ставка снизилась на 2%. Впрочем, такое падение – это еще один шаг в рамках новой денежно-кредитной политики государства. Казахстанцам предлагают максимально отказаться от доллара. Понятно, что люди привыкли измерять цены на недвижимость в иностранной валюте. Отсюда, естественно, для любого человека, я думаю, целью нормального существования, целью своей жизни является приобретение своего жилища, постройка, либо приобретение квартиры и так далее. И в этих условиях, когда цена на этот основной актив в твоей жизни измеряется в долларах, очень сложно действительно стимулировать население к тому, чтобы оно копило и свои сбережения в национальной валюте. Но менять сознание все же придется, тем более, что любовь к американцу может дорого обойтись, причем в прямом смысле этого слова. Часть газа у нас приходит с тенгизского месторождения, и основная доля газа, которая поступает на маяк Казатомпром, я неоднократно ставил вопрос, и вчера поставил вопрос такой: почему между двумя казахстанскими компаниями Тенгиз-Шевройл и Казтрансгазаймак договор заключен на поставку газа в долларах? Как только случается, изменяется курс тенге, повышается стоимость газа, и по цепочке, повышаются тарифы на и электроэнергию, воду и тепло. И в такой кривой реальности живет едва ли не весь Казахстан. Суммы в тенге в уме мы легко переводим в доллары, едва ли не еженедельно ужасаясь растущим суммам. И появляются в нашем новом жизненном пространстве очереди в обменниках, которые эту же очередь и начинают подогревать. На рынке существует много обменных пунктов. Сказать, что во всех обменных пунктах на момент закончились тенге, это абсурд, конечно, это рынок. Это рынок, но это должна быть некая ответственность самих обменных пунктов. Наверное, поэтому Национальный банк требует от них выдавать такие справки. Отныне таких спекуляций на чувства граждан обменники себе позволить больше не смогут. По вопросам отказа в обмене национальной либо иностранной валюты просим обращаться в непосредственно территориальные филиалы Национального банка. Ответственность за тенге взяли на себя и виртуальные торговые площадки. Правда, и здесь не без помощи государства. В стране вступили в силу новые правила электронной торговли. Тенге дорогу дали самые популярные казахстанские сайты по продаже машин и жилья. Глядишь, поначалу привыкнет глаз, а затем и кошелек. Лилия Шимарданова, Асхат Ниязов, Житекон. Крупнейший в Центральной Азии мост планируют завершить в декабре 2016 года в Павлодаре. Об этом рассказал глава областного центра. Протяженность сооружения 12,5 километров. Поездка по нему сократит путь из Казахстана в Россию и Китай. Переправа, к слову, составная часть автобана Павлодар-Астана. А происходящая же в стране дедолларизация, по мнению некоторых аналитиков, поможет оживить рынок недвижимости. Сейчас же иные эксперты отмечают снижение сделок на 75-80%. Ощутимо меньше стало подписанных договоров и по коммерческой недвижимости. Тем временем в конечной стоимости квадратных метров все еще сидит коррупционная составляющая. И бизнесмены считают, что для ее исключения разрешительные процедуры в сфере строительства нужно объединить в единую систему. Сегодня желающий что-то построить должен пройти несколько этапов. Плюс госорганы зачастую с решениями затягивают. Ну и сложности у бизнесменов с получением земли. В каждом регионе эта процедура регламентируется местным исполнительным органом власти. Меры по снижению той самой пресловутой коррупционной доли в стране предпринимаются и сейчас. Дамир Абуов земельный участок под строительство получать не стал, но попытался понять, не начнут ли рушиться здания и сооружения после облегчения разрешительных процедур и не увеличится ли число обманутых добросовестных покупателей квадратных метров.
Строительная отрасль Казахстана реформируется. Исполняется заветная мечта всех застройщиков страны. Сроки выдачи документов на проектирование и согласование сокращены в разы. Убраны все барьеры. В итоге бумаги на возведение объектов можно получить всего за 10 дней. Самое главное, теперь эти новшества доступно объяснить. В Министерстве нацэкономики тянуть не стали. Большую пресс-конференцию провел глава профильного комитета. Глоточек воды, утолить жажду, а может от волнения, и можно начинать. Уважаемые журналисты, в сфере жилищного строительства достигнуты положительные результаты, то есть рост. Этот рост хорошо заметен в цифрах. По итогам прошлого года в эксплуатацию сданы почти 9 миллионов квадратных метров жилья, хотя годовой план равен 7. Заселить квартиры удалось больше 70 тысяч семей. Но все это было до. Как сложится ситуация в новом году? Судя по последним изменениям в строительной сфере, получить разрешение на строительство станет гораздо проще. Тут напрашивается вопрос. Скажите, не отразится это на качестве возводимых объектов? Нет, наоборот, мы создаем условия для улучшения предпринимательской среды, да, вот, чтобы предприниматели без всяких барьеров строили, только занимались строительством, вот, если имеется в виду строительную отрасль. Испытывают на прочность все стройматериалы, которые применяют в строительстве. Арматура, бетон, кирпич. Они должны выдержать на себе колоссальное давление спецоборудования. В течение месяца их испытываем на прочность, на сжатие, на изгиб, а также на водонепроницаемость. Строительные материалы соответствуют техническим нормам технических условий, потому что, я думаю, изготовители понимают последствия. А вот бумажная госэкспертиза постепенно перейдет в частные руки. Уже с этого года половину технологически несложных зданий и благоустройства населенных пунктов начнут проверять аккредитованные компании. В так называемую конкурентную среду ежегодно будут передавать по 10%. В итоге к 2020 году частная экспертиза составит до 90% от общего числа проектов. Остальное останется за государством. Тем временем в Казахстане планируют развивать и ресурсный метод определения стоимости строительства. Он поможет отразить реальную цену стройматериалов и заработной платы на сегодняшний день. То есть значительно удешевить объект и сэкономить. Но и закупать те же парты в детский садик по одной цене, независимо от региона. Вот это наш бассейн. Дети с утра уже приняли водные процедуры. Бассейн, музыкальный зал, фитобар и даже физиотерапия. В этом государственном садике Астаны есть все, о чем только может мечтать ребенок и его родители. Действует даже мини-центр для детей со сложными диагнозами. Ясли действительно хорошие, и строили его в те времена, когда считать деньги было дурным тоном. А это детский сад в Караганде. Ясли, конечно, попроще. Несколько игровых комнат и помещений. Такие типовые детсады в последнее время строят по всей стране. Впрочем, родители не жалуются. Главное, чисто, уютно и цена доступная. Сравнивая, я очень много посещала и частных, и государственные детские сады. Хочу сказать, что на данный момент государственные детские сады на очень хорошем уровне сейчас. Все необходимое есть в группах. Для комфортного пребывания детей созданы все условия. В то же время новые реформы предполагают постепенный переход к современным строительным нормам и правилам. Так называемая система еврокодов в ближайшие 10 лет и вовсе должна заменить СНИПы. По этой системе работают все европейские строительные компании. Отличие еврокодов в том, что при возведении, допустим, футбольного стадиона проектировщики сами, основываясь на стандартах, регламентируют ширину дверных проемов, размеры лестничных площадок и подтрибунных помещений. Главное, чтобы болельщики по окончании матча вышли на улицу за определенное время. По всей видимости, принципы трехступенчатого получения строительного разрешения, передачи госэкспертизы в частные руки и внедрения ресурсного метода еще будут дорабатываться. Ведь эти реформы, конечно, дело не одного дня. И направлены они на то, чтобы построенные здания не разваливались после открытия. Да и вообще, чтобы доступное жилье было не просто доступным. Строители почему-то решили, что вот такой вот огромный 100-литровый титан выдержит гипсокартонная стена.
Дамир Абуов, Алия Сыздыкова, Вячеслав Ветлугин, Айдос Медельбеков и Избол Жамшитов. Жетакон. Электромобилей в мире к 2030 году может стать до 30%. Ну и как следствие, если прогноз сбудется, потребность в нефти в мире резко снизится. Сегодня на электропитание активно переходят Америка и Китай. Поднебесные, к слову, в большой моде гибриды с электро- и бензиновыми моторами. Ну и кроме того, что зеленое в моде, оно еще экономить помогает. В Казахстане зеленые технологии во множестве будут представлены на международной экспо. Экскурсию по стройплощадке выставки на неделе глава нацкомпании устроил для казахстанских послов. Им же предложил как можно больше рассказывать о грядущем событии за рубежом. Ну а казахстанский стенд для популяризации экспо предлагается выставить на всемирно известной туристической выставке в Берлине. Она состоится в столице Германии в марте нынешнего года. Традиционно мероприятие посещают сотни тысяч человек со всего мира. Меж тем, 12 стран подтвердили участие в еще одном международном мероприятии. Всего же в зимней универсиаде в Алматы ожидается участие не менее 55 государств. В том числе и проведение мероприятий международного уровня предполагает возможность для развития в Казахстане въездного туризма. Тем более, что сегодня и курс в помощь иностранцы с удовольствием останавливаются в казахстанских гостиницах. Только в рамках экспо в Астану ожидают прибытия 5 миллионов туристов, как казахстанских, так и зарубежных. Пока же отрасль даже не то чтобы на подъеме. Уровень сервиса иных предприятий сферы туризма далек от совершенства, сложностей с туристической инфраструктурой. Ну и важно не растерять возможности, которые даются стране после проведения масштабных международных мероприятий. Некоторое время назад мой коллега Владислав Цой съездил в южнокорейский город Йосу. Там проходила международная экспо. И вот сегодня объекты этой выставки активно используются и даже более того приносят пользу. Поезд от столицы Южной Кореи Сеула до Йосу заполняют пассажиры. Сегодня городок, где в 2012 году проводилась выставка «Экспо», стал вторым по популярности в Корее среди туристов после острова Чеджу. Даже население Йосу увеличилось со 150 тысяч человек до 300 тысяч. Благодаря выставке «Экспо» из Сеула в маленький город Йосу стал ходить скоростной поезд. Расстояние в 347 километров он преодолевает за 3 часа. Спустя 4 года после окончания Экспо в Йосу немноголюдно. Зимой сюда приезжают в основном пенсионеры и студенты, купившие билеты на скоростной поезд со скидкой. Йосу – это родина моего отца, и я здесь какое-то время жил, поэтому интересно было посмотреть, как изменился город. Он вырос, популярность Йосу увеличилась. Я приехала из города Чунджу. 3 года назад была на выставке. Очень понравились павильоны разных стран. Жаль, что после того, как выставка закончилась, они не работают. Павильоны, где проводилась экспо, пустуют. Иногда их сдают в аренду для проведения различных выставок. В этом месте был национальный павильон Японии. Нельзя было здесь оставить и дальше превратить его в какой-нибудь музей, чтобы музей, например, Японии. Это возможно только при содействии страны, выставившей свои достижения. Но по правилам они должны после окончания выставки «Экспо» убрать экспонаты. В обеденный перерыв члены нашей съемочной группы – единственные посетители кафе на территории экспо-городка. В Йосу развит рыбный промысел, поэтому все блюда в кафе директор заведения и по совместительству повар Ким Гымье готовит из местных морепродуктов. Экспо помогла ей заработать и даже после завершения продолжает приносить ей прибыль. Во время экспо было много туристов, поэтому я решила открыть кафе. Раньше у меня был ресторан в городе, но здесь больше прибыли. После выставки больше туристов стали приезжать, дороги отремонтировали, инфраструктуру провели, аттракционы появились. Сейчас в обычные дни людей нет, но в выходные по праздникам много людей, очереди стоят. Самый популярный объект экспо в Корее – Биго-шоу. Шоу большой буквой «О» стало визитной карточкой выставки и города Йосу. После того, как выставка завершилась, шоу продолжило работу, но в холодное время года с ноября по март колесо простаивает. В остальные 7 месяцев его посещают до 160 тысяч человек. Над созданием Биго-шоу трудились в этой компании. Объект строили прямо в море, иногда в шторм, но усилия дизайнеров и конструкторов были вознаграждены.
«Большая О» удостоена международной награды как лучшее мультимедийное шоу. «Морского котика-робота», выступление которого посмотрели гости выставки, тоже создали здесь. В компании констатируют, что за 4 года мировые технологии стали совершеннее и что сейчас их робот морально устарел. Морской котик работал от батареи, но тогда для того, чтобы привести его в движение, мы применили 10 батарей, а сейчас было бы достаточно и 2. Из-за этого наше морское животное стало тяжелым, и в качестве страховки мы подвесили его на толстый канат, хотя страховку обычно делаем незаметной для посетителей. Нам, как специалистам, запомнился этот момент, и мы сожалеем, хотя многие посетители говорят спасибо за увлекательное шоу. Еще одна достопримечательность выставки и всего города – смотровая башня с органом. Сейчас уже трудно угадать в этом здании промышленный объект. Раньше в этом здании хранили цемент, но организаторы выставки в ЮСУ решили сделать его экологически чистым объектом, и он превратился в смотровую башню. А эти трубы превратили это здание в самый громкий орган в мире. Еще один объект, который работает круглый год и привлекает туристов – гигантский аквариум, вмещающий 6000 тонн воды. В год его посещают порядка 1 миллиона человек. В фонде ЮСУ Экспо, владеющим всеми объектами этой выставки, намерены продать их частным инвесторам. Мы планируем создать здесь международный морской курорт за счет частных инвестиций объемом порядка 250 миллионов долларов. Один из проектов – центр спорта, где гости могут покататься на водных велосипедах и машинах. Недавно мы запустили паром между ЮСУ и островом Ченджу, который ходит ежедневно. Кстати, о казахстанской Экспо-2017 в Корее наслышаны. По мнению корейских экспертов, Казахстан уже выиграл от строительства объектов выставки. Ведь об Астане узнали десятки тысяч человек. Сами руководители компании, принимавшие участие в выставке в ЮСУ, пообещали обязательно принять участие в астанинской выставке. Я был очень занят и не смог увидеть казахстанский павильон в ЮСУ, но видел ваш павильон в 2015 году на выставке Экспо в Милане и заметил сильное стремление вашей страны хорошо подготовить свою выставку. И у меня появилось желание увидеть Экспо в Астане в 2017 году. Как правило, поствыставочный период объекты выставки Экспо продолжают принимать туристов. В них появляются исследовательские институты, корпорации и учебные центры. Казахстан сегодня одна из развитых стран Центральной Азии, поэтому площадка проведения Экспо, думаю, станет туристическим центром всей Центральной Азии. Я знаю, что символом Экспо в Астане станет павильон будущего. Он может стать популярным в мире туристическим центром или образовательно-познавательным учреждением. Проведение Экспо в любой стране – это развитие и возможность воспитать специалистов в этой области. Эффект от проведения выставки Экспо в ЮСУ планируют подсчитать через 4 года. К 2020-му этот город, который окружает 250 островов, должен превратиться во всемирно известный курорт, где будут принимать до 10 миллионов туристов ежегодно. Владислав Цой, Корея. Глава столичной местной полиции лично привел курильщиков, нарушавших закон, в суд, где их оштрафовали за то, что дымили в неположенном месте близ здания городского акимата. Безопасность города, впрочем, пока глава местной полиции ходил по судам с мелкими правонарушителями, была под контролем. Нарушителями оказались водители горадминистрации. Теперь главе местной полиции не помешало бы выехать на дороги столицы, где водители дорогих автомобилей с иногда даже правительственными номерами позволяют себе вольности, за которые просто простого водителя тут же прав лишат. Ну и по утрам, обедам и вечерам можно было бы понаблюдать, как полицейские перекрывают основные магистрали города. Происходит это в определенное время, ну и складывается впечатление, что не из-за пробки они дороги перекрывают. О новшествах в полиции во вторник в очередном фильме из цикла «Бюро расследований» расскажет Артем Петров. Ну и будьте бдительны, все тот же МВД предупреждает, в Казахстане активизировались мошенники. Берегите себя, до встречи.